Друзья, приветствую вас на моем канале. Сегодня я хотел бы продолжить тему нарских сказаний. Чуть больше месяца назад я выпустил первую часть по этой теме. Ну а сегодня я хотел бы продолжить обсуждение этого вопроса. В той первой части основной темой видео было рассмотрение вопроса о том, какой из народов являлся родоначальником нарского эпоса. Также были затронуты такие темы, как становление нарского эпоса, параллели кавказских нарских сказаний с эпосами других индоевропейских народов. Ну и помимо всего прочего мы увидели, что кавказские нарские сказания переплетаются также и с фольклором тюрко-монгольских народов. Одним из тех, кто занимался изучением этого вопроса, был наш прославленный ученый, профессор, доктор лингвистических наук Василий Иванович Абаев. Для того, чтобы частично разгадать тему того, кто из народов являлся родоначальником нарского эпоса, я привел одну из фундаментальных работ Василия Ивановича Абаева. Это историко-этимологический словарь осетинского языка, в котором он подробно разъяснил происхождение имен основных нарских героев. Как мы с вами помним из вот этого моего видео, происхождение имен основных нарских героев являлись как иранского происхождения, так и тюрко-монгольского. Вот. И мне сразу там в комментариях начали писать о том, что вот там Абаев там, фантазером был, там натягивание совы на глобус, и кто-то еще написал, это, говорит, не научно. Ну, если Абаев это не научно, то что тогда научно? Вот сразу такой резонный вопрос возникает. Я вам напомню то, что Абаев это был ученый мирового уровня. То, что он был ученым мирового уровня, говорит, по крайней мере, тот факт, что он являлся членом научного сообщества Великобритании и Ирландии. Он также являлся и членом научного сообщества Хельсинки, Финляндии. Вот, по крайней мере, вот эти два факта уже говорят о том, кем был Васо Абаев. Ну, вы можете похвастаться вот такими учеными, представителей того народа, кто там пытается как-то оболгать Васо Абаева, принизить его достоинство. Среди ваших народов есть вот такие ученые, профессора, которые могли бы что-то противопоставить? Не, я знаю, многие там что-то пытаются там принизить Абаева, те, которые себя там называют учеными, но я сразу хочется задать вопрос, а вы сами кого из себя представляете? Ну, вы достигли хотя бы вот частично того, чего достиг Абаев, или же нет? Ну, как бы тут сразу все становится на свои места. Вот. И сегодня я хотел бы также коснуться темы того, как вот аланы воздействовали на соседние кавказские народы, вот, посредством нарского эпоса. И я сегодня зачитаю вам работу тоже нашего ученого, профессора Юрия Сергеевича Гаглойти. Давайте я непосредственно зачитаю, кем был Юрий Сергеевич Гаглойти, а потом плавно перейду к этой его работе. Вот давайте, вот почитаем за него. Юрий Сергеевич Гаглойти родился в 1934 году, умер в 1922 году. Да, Рухша год, Себешта Масади, Усебешта Хоржах. Я вот. Он был, в моих глазах, по крайней мере, величайшим ученым. Он занимался непосредственно изучением происхождения нашего народа. И, помимо всего прочего, Гаглоев был выходцем из Южной Осетии. И те вот события, которые постигли Южную Осетию в конце 80-х, в начале 90-х годов, когда грузинские шовинисты начали активно доказывать то, что якобы никакой Южной Осетии в помине никогда не существовало, что это все придумали там эти советские политические деятели, да, специально, чтобы как-то вот уколоть Грузию, да. Но это все выдумки и блеф вот этих всех грузинских шовинистов.
И Гаглоев в своих научных работах, он прекрасно это доказал. То, что Осетия, Южная Осетия, она существовала еще и задолго до установления советской власти на Кавказе. То есть упоминание Осетии в различных письменных источниках Юрий Гаглоев все эти источники привел. И вот моя работа, одна из последних моих работ, Южная Осетия, миф или реальность, или там второе название Южная Осетия, существовала ли. Это моя работа, это мое видео было создано также вот именно по трудам Юрия Гаглоева. Ну, я сразу хочу сказать, что я историком не являюсь, я любитель, вот, но мне нужно отдать должное, то, что я в своих этих вот видео ссылаюсь на историков и на профессоров, докторов исторических наук. И давайте вот я еще раз плавно перейду к Юрию Гаглоеву, к его биографии. В 1953 году окончил Цхинвальскую среднюю школу номер 2 с золотой медалью. В 1953-1958 годах учеба на историческом факультете МГУ. Вот видите, он закончил Московский государственный университет. С 1964 года кандидат исторических наук. В 1958 году начал работать в Юго-Осетинском отделении Академии наук Грузинской ССР. В 1974 году назначен проректором Юго-Осетинского пединститута. В 1975 году его ректором. 7 ноября 1989 года в газете «Северная Осетия» в статье о национальных символах осетинского народа впервые описал флаг Южной Осетии. С 1996 по 1998 год занимал должность министра внешних связей Республики Южная Осетия. С 1998 года научный сотрудник Юго-Осетинского научно-исследовательского института имени Захария Ванеева. В последние годы жизни проректор по научной работе, заведующий кафедрой истории Осетии и кавказоведения, профессор в Юго-Осетинском Госуниверситете имени Александра Тибилова. И давайте я вот сейчас зачитаю вам его работу, которая была выпущена в 1965 году. Называется эта работа «Изучению терминологии нардского эпоса». И вот давайте сейчас я буду зачитывать эту его работу. И также потом параллельно я буду ссылаться и на словарь Васуабаева. Давайте. Одной из интереснейших проблем нартоведения является изучение терминологии нардского эпоса, широко представленного у многих народов Кавказа, и в первую очередь у осетин, адыгов, адыгейцев, кабардинцев, черкесов, абхазов, а также у балкарцев, карачаевцев, чеченцев, ингушей и народностей Дагестана. Исследование происхождения наиболее важных социально-экономических и политических терминов, равно как и центральных собственных имен и этнических наименований, встречающихся в различных национальных вариантах, во многом поможет пролить свет на решение наиболее дискутируемого вопроса о генезисе первоначального ядра нардского эпоса. В данной заметке рассматривается происхождение некоторых терминов из собственных имен, встречающихся в осетинских и адыгских вариантах. Первое. Нардский нехас. Важнейшим политическим инструментом нартов был нехас, адыгейская хаса, адыгская хаса. Место, где нарты решали свои вопросы. О том, какое значение придавалось этому органу, можно видеть из кабардинского сказания, как Сосруко появился впервые на хасе нартов. Много сказов повторялось, распевалось много песен, в кузне тлепша, и начало так звучало каждой песни. Хаса нартов, потому что все напевы, потому что все сказания родились на хасе нартов, начались на хасе нартов. Большое значение нехаса в общественной жизни древних осетин хорошо видно из примера такой пословицы, как человек с нечистой совестью не ходит на нехас. Ясашком ахшат каманнау уй нехаш манасау. Совершенно очевидно, что и осетинская нехас, и кабардинская хаса, встречающиеся в национальных вариантах эпоса, одного и того же происхождения, несмотря на различия по форме, вызванного отсутствием в кабардинской первой части «ны». В
кабардинском языке слово «хасса» является устаревшим фольклорным словом и означает «совет», «совещание». Ну, собственно, как и осетинское «нехас». «Нехас» это по-нашему, это тоже как совет села, там, допустим, да. Этот же корень, очевидно, сохранился в старинном кабардинском названии «судилище» и место суда «хасапе», современное «хасапе». В современном кабардинском черкесском языке и совет, и совещание называются по-другому. Ченджеш, захуэс, захаха. Весьма характерно, что в записанном лапетинским кабардинском сказании о том, как Сосурко впервые появился на Нарском собрании, это последнее обозначено словом «щусесм» – собрание всадников, а не «хаса». В осетинском языке слово «нехас» означает «разговор», «беседа», «речь», «слово». Ну да, «нехас» это у нас такой широкий термин, да? А также место, где собирались жители села для обсуждения общих вопросов. Семантика этого слова в осетинском значительно шире, чем в адыгском. Вплоть до установления советской власти осетины решали свои вопросы именно на нехасе. Из осетинского же слова «нехас» проникло в рачинский говор грузинского языка в форме «нахшоба» – разговаривать, беседовать. Принимая во внимание, что слово «нехас» является исконно осетинским и семантическую идентичность осетинского «нехас» и кабардинского «хаса, нельзя не прийти к заключению, что термин «хаса» проник в адыгские языки из аланского, осетинского, точнее из его дигорского диалекта. Сравнение дигорское «нехаса». Доказательством этого может служить и следующий любопытный факт. В адыгских нарских сказаниях встречается легенда «нехас», записанная Гадагатлем. В этой легенде рассказывается о том, как женщины-матери на своем нехасе решают дела нартов, как жить-быть. Гадагатль интерпретирует этот термин буквально как «матерей совет». При этом он очевидно исходит из кабардинского «ане» – «мать». В осетинском «она» – детское почтительно ласковое название для матери, бабушки, которое он видит в первой части термина «нехас». Чтобы судить о правомерности такого толкования, следует учесть два обстоятельства. Во-первых, женщины в нарском обществе не имели отдельного от мужчин общественного места для собраний, право посещать которое было к тому же исключительно прерогативой мужчин. Это, в частности, очень ярко проявилось в адыгской поговорке, приводимой Гадагатлем. «При кошке сказку не сказывают, на нарт-хаса женщину не зовут». Следовательно, и место их предполагаемого сбора должно было называться так же, как и у мужчин. Нехас в осетинском, хаса в кабардинском. Во-вторых, как было показано выше, кабардинская хаса происходит от осетинского нехас. Поэтому разбираемый нами термин состоит не из двух слов, а представляет собой точную копию осетинского нехас, которое и было ошибочно осмысленно Гадагатлем или сказителем как «совет матерей». Исходя из вышеизложенного, трудно согласиться с Балкаровым, утверждающим, что осетинская нехас и кабардинская хаса отличаются как по форме, так и по содержанию, не говоря уже о том, что употребление обоих терминов в эпосе совершенно тождественны. Глаголы, с которыми Балкаров сопоставляет адыгскую форму «хасын» – сидеть в чем-то, в компании, жить в одной семье, «захасын» – сидеть вместе в одной компании, а также существительное «захас» – вечеринка, посиделки. Весьма близки по содержанию осетинскому «нехас». Можно отметить также, что глаголы «хасын» наряду и с вышеприведенным значением имеют еще и другие. Так, ну вот здесь мы видим, как кабардинское «хаса», оно фактически идентично осетинскому «нехас», да, и что, по всей видимости, «нехас» было это слово, этот совет, орган, да, общественной жизни осетин, это было заимствовано адыгами от Алан. Вот давайте вот опять вот того же Вассо Абаева почитаю за это слово, за слово «нехас». «Нехас», по-дигорски «нихас». Первое слово – речь, второе – разговор, беседа. «Дзубанди», ну, по-дигорски «дзубанди».
Третье. Собрание мужчин аула для беседы, обсуждения текущих дел, место, площадь, где обычно собираются для беседы мужчины. Нихас. В эпосе встречается упоминание об особом помещении для нихаса. Нахашдон, нахашканен, нахаштеканен. Говорить, разговаривать, беседовать. Так, ну здесь опять встречаются те места, где упоминается это слово. Давайте почитаем непосредственно за происхождение этого слова. Восходит к Никаса. Сравнение древнеиндийское кас, касате, каште. Медиально являться, сиять, смотреть, в каузативе показывать, делать явным, известным, объявлять, сообщать, возвещать. Проказ. Астинское нахас примыкает к каузативным формам и значениям индоевропейской базы. Кек. Покорный 638. Сравнение также пехлийское каситан. Учить. Авестийское касте. Касайте. Учит. Развитие значения делать явным, показывать. Переход в говорить. Ну, делать явным, показывать, и от этого имеется в виду, что, переход в значение слова «говорить». Наглядно видно в славянском. С одной стороны, русское «показать», с другой «сказать», «сказать». В диалектах «казать» означает и «показывать», «говорить». Тут он ссылается на «даля», «даль» 2.73. Также украинское «казаты», показывать, говорить. Выделяемая в славянском основа «каз» представляет вариацию «каз». Сравнение также иранское «дис» показывать. Вот астинское «авдищен». Интересное слово «дищак» это тоже сюда же относится. «Дищак» это чудеса. Вот. При латинском «дисо» говорю. Для семантической связи речь, собрание, место собраний. Сравнение греческое айора какое-то, собрание, речь на собрании, место собраний. Медиальное значение арийского кас представлено в осетинском касын, фалгасин, смотреть. Осетинское нахас вошло в некоторые соседние языки. Вот видите, тут вот балкарское, неес, место в ауле, где собираются старики на совет. Вот ссылка Ояв 1.280. В топонимике, балкарской, Редар наес, Аруадор наес, наес или нахес, какая-то буква странная, непонятно. Ояв 1.285. И вот мы видим также вот грузинская, рачинская, нахсоба или нахшоба, наверное, да, больше, да, нахшоба. Разговор, беседа, санахшо. Место в селении, где мужчины собираются на беседу. Грузинская диалектика 1.687. Звуковое развитие нхас, переход в нхас, переход в нахс. Сравнение также кабардинское. Вот видите, Абаев тоже кабардинское связывает. Кабардинская хаса, совет, совещание. Нарт хаса равно осетинскому нарты нахас. Здесь придется допустить одно из двух. Либо начальное ни утрачено на кабардинской почве, либо кабардинский сохранил форму без приставки ни, которая, возможно, бытовала в осетинском в прошлом. Вот видите, два варианта. Либо раньше в осетинском не было вот этой приставки «ны», а просто было как «хаса». Или же, это как один из вариантов. Или же на кабардинской почве приставка «ны», она отпала. И просто как стал называться «хаса». Вот. Как мы видим, это слово, оно индоевропейского происхождения. Да, здесь вот Абаев связывает астинское нахас, в том числе и с русским сказ. Сказ, нехас. То есть для неопытного слуха, наверное, да, здесь может быть показаться, что никакого, в принципе, связи никакой между этими словами нет. Лингвисты, они
это такая особая каста ученых, поэтому они связь в этом находят. Вот, и что еще хочу сказать. И вот мы видим вот также из осетинского балкарское наезд, нагес, может быть, не знаю. И грузинское рачинское, нахшоба. Ну, как мы с вами знаем, Рача, там жили осетины. Ну, наверное, там было смешанное население, но осетины там присутствовали. И вот эти грузины-рачинцы, они переняли от осетин, вот, в том числе и слово «нехас». Вот. Так, что еще хотел сказать? Да, вот смотрите. Я вот из Википедии тоже интересный такой, любопытный момент такой нашел. Вот за республику Адыгея. Вот смотрите. Адыгея, республика Адыгея. Субъект Российской Федерации, республика в ее составе. Ну, это ладно. И вот смотрите, что тут пишут. Входит в Южный федеральный округ Северо-Кавказский экономический район. Столица Майкоп, глава Мурат Кумпилов. Председатель Государственного совета Хасса Владимир Нарожный. Вот видите, у них госсовет называется в данном случае по-остински на аланский мотив, да, Хасса. Вот, молодцы, конечно. Я, в смысле, без всяких... Мне это просто приятно, да, что наше слово, да, семантически по происхождению, это наше слово. И вот именно то аланское прошлое, которое было усвоено адыгами, они вот, что называется, воплотили вот в сегодняшние реалии. Ну, ладно, давайте перейдем дальше к статье Гаглоева. Второе. Адыгское сано, осетинское сана. В адыгских нарских сказаниях довольно часто встречается слово сано, как обозначение какого-то весьма популярного у нартов хмельного напитка. Ни одно пиршество нартов не обходится без сано. В осетинских сказаниях этот термин отсутствует или встречается очень редко. Его заменяет ронг. Происхождение термина «сано» представляет, естественно, большой интерес. Гадагатель, как видно из его работы, считает это слово адыгским и пишет, что «сане» по-адыгски означает «виноград» и «вино», напиток «сенашх» – «виноградная кисть». Этот вывод требует, однако, существенных коррективов. Во-первых, «сане» как название вина известно не во всех адыгских языках, а только в адыгейском. В кабардинском слово «сане» имеет другие значения. Первое – смородина, ягоды, кустарник. И второе – смородиновый, а также как устаревшее слово «мед», хмельной напиток. По гацуку «сане» собственно значит «питье». Так называется также напиток из ячменя вроде пива. Во-вторых, в кабардинском и черкесском вино называется шагыр, татарское по своему происхождению слово. Фаде – напиток, жизум фаде из тюркского жизум – виноград и жизумыпс – псы по-адыгски сок. Шагиров указывает, что виноград в адыгейском называется винеград или сенашх, из сане – вино, плюс исконно адыгское шха – голова, головка. Пишет, что сане, как название какого-то хмельного напитка, известно из фольклора и кабардинцам, считая это слово заимствованным. Он вместе с ним пишет, что источник заимствования остается для нас неизвестным, хотя и приводит для сравнения осетинское «сан» – вино. Так ли уж неизвестен источник заимствования? Вопросительный знак. В осетинском вино называется сан, дигорское сана, а виноград санавсир, буквально виноградный колос, виноградник, санавщердон. Слово сан, сана для обозначения вина засвидетельствовано у предков осетин с древнейших времен. Оно встречается уже в схолиях у Аполлония Родосского и у Гесихия Александрийского. Гесихий, например, сообщает, что скифы называют пьяницу санаптин. Вторая часть этого термина сопоставляется фасмером с древнеиндийским пата – пьющий, пьющая. Следовательно, термин санаптин означает пьющий вино. На основании вышеизложенного мы можем заключить, что как скифо-аланское происхождение названия вина у осетин, так и заимствование
адыгами этого термина, сохранившегося в основном в фольклоре, является совершенно очевидным. Весьма характерно также, что даже южные осетины, заимствовавшие у своих соседей грузин много названий огородных культур, употребляют для названия вина только слово «сан», южные осетины. В адыгские языки и адыгские нарские сказания осетинское название вина проникло, по всей вероятности, из дигорского диалекта. Дигорское «сана». Поэтому нам представляется ошибочным отнесение Балкаровым осетинского «сан», «сана» как инхас в разряд адыгских элементов в осетинском. Так как в действительности заимствование идет в обратном направлении. Поскольку саму культуру винограда и вина адыги вряд ли могли заимствовать у алан, то появление этого названия в адыгских нарских сказаниях можно объяснить лишь тем влиянием, которое оказывал аланский нарский эпос на соседние народы. Выше приведенный материал уточняет и происхождение термина «нарзан», независимо от того, имеем ли в этом слове «нардсан», нардское вино, или «нарты», нуажен, осетинский нарский напиток. Что нам кажется более вероятным, аланское осетинское происхождение этого названия также очевидно. Видите, нарзан, слово нарзан, оно идет из кабардинского нарт-сане, то есть состоит из двух слов нарт и сане. По всей видимости, сане здесь выступает вроде как напиток, то есть не вино, не какой-то хмельной напиток, а именно как просто напиток. То есть дословно переводится как напиток нартов, нарзан. Безусловно, это адыгское происхождение слова нарзан, но оно более отдаленно, оно имеет непосредственно осетинское, то есть скифо-сарматское происхождение. Нарт — это понятное дело, как я в прошлый раз говорил, нарт — это, по всей видимости, как Абаев утверждал, там термин монгольского происхождения, но он монголо-аланского, это окончание «т» свидетельствует о том, что именно аланский субстрат также повлиял в это наименование нарт. И сана, это отдаленное тоже осетинское происхождение, скифо-сарматское. И давайте я также у Абаева почитаю за слово сан, что Абаев пишет за это слово. Сан, по-дигорски сана, вино, шановщир, виноград, шандон, виноградник, шандусен, давильня, дусан, шандусек, винодел. Видите как. Так, давайте дальше. Абаев происхождение этого слова объясняет. Некоторые античные свидетельства позволяют с уверенностью возводить слово «сан» по меньшей мере к скифскому времени. Лексикограф Гесихий приводит скифское «санаптис» как эквивалент греческого, не смогу это прочитать, пьяница, буквально винопийца. Во второй части обоих слов имеем производный от индоевропейского корня «пой», «пить». Стало быть, скифская «сана» соответствует греческому «пивос», «вино», наверное, как-то так читается. Андрон Теосский сообщает: одна амазонка бежала на берег Понта и вышла замуж за царя. Так как она пила много вина, ее прозвали пьяницей, так как пьяные женщины называются у фракийцев санапти, что ли, как-то так. Смотрите Схолий к Аполлонию Родосскому, 2.948. То, что в одном случае слово приписывается скифам, в другом фракийцам, можно объяснить двояко. Либо сана было общим скифо-фракийским названием вина, либо греческие авторы не всегда четко различали скифов и фракийцев, бывших близкими соседями. Известно, что амазонки связывались в античной традиции со скифо-сарматским, а не фракийским миром. Кроме того, есть основания предполагать, что во фракийском было другое название вина, примыкающее к армянскому гиний и европейским названием этого напитка – Шрадер 2.642. Все это дает право прикрепить термин «сана» к скифской почве. Реалии также не препятствуют этому. Вино наряду с медовым напитком, смотрите, ронг,
и пивом, смотрите, алутон, было хорошо известно далеким предкам осетин. Вино, по-видимому, прочно вошло в быт скифов. Они пили вино цельное, в отличие от греков, которые разбавляли его водой. Пить вино по-скифски означало у греков пить вино неразбавленное. Когда грек хотел выпить цельное вино, он говорил «подскиф мне». Довольно частые находки амфор, служивших тарой для вина в курганах, а иногда и в рядовых погребениях, говорят о широком его ввозе. Анфимов, древние поселения Прикубани, Краснодар, 1953 год, страница 64. Название вина распознается в скифском имени из Ольвии. Латышев 1.75. Образованным от сана, вино, как аллавдаус от алут. Алут, пиво. Ну, алутон, наверное, имеется в виду наше. Или хомак от хаума, название хмельного напитка. Джусти 130. Такие имена могли даваться в связи с культовой ролью данных напитков. Этимологически Ухлембек, Шрадер и Петерсон связывают скифское сана, осетинское сана с древнеиндийским сана, конопля, имея в виду, что вино было у скифов преемником другого хмельного напитка, изготавливавшегося из конопли. В этом случае сан, вино, и ган, конопля, оказываются этимологически идентичными. Прикольно, да. Но только первое оформлено по норме сатем, а второе по норме кенту. Скифское название вина распространилось по всему северо-западному Кавказу и отчасти Дагестану. Убыское сане – мед, шапсукское сана – виноград. Сообщение Турчининова. Адыгское сана – вино, кабардинское сана – название какого-то хмельного напитка в фольклоре. Шагиров 197. В Дагестане арчинское цон, андийское зоно, тиндийцы, что это за народность такая, зана, куанат. Такие дагестанские народности первый раз слышу. Куанатцы, зана, годоберцы, что ли, зана, ботлихцы, ботлихцы слышал. Зана, капучинцы. За хварш, это кто такие? Хваршинцы, может. Са. Сравнение хваршинцы, са. Сравнение ронг, алутон, баганы. Ну вот видите, Табаев также пишет о том, что насколько скифо-сарматы они оказывали влияние на кавказские народы, практически всех северо-западных кавказских народностей, адыгских именно, да, присутствует это слово. Ну, также и помимо этого присутствует и у дагестанских народностей. Так, поехали дальше. Адыгское уаздан, осетинское уаздан. В кабардинских сказаниях довольно часто встречается термин «уаздан», обозначающий князей, дружинников, рыцарей. 12 дружинников было у князя Урызмеса, верных дружинников уазданов, все из старых княжеских семей. Урызмес – это наш осетинский Урузмак, из нарского эпоса герой. От слова «уаздан» происходит, очевидно, и устаревшая кабардинская «уздень», как называли в Кабарде дружинников и соратников князей. В современном кабардинском языке для обозначения понятия «благородный», «дворянин» и так далее употребляется слово «уэрк». Термин «уаздан» не может быть отделен от осетинского «уаздан» – «благородный», иранского по своему происхождению слова. Термин «уаздан» для обозначения княжеских дружинников мог получить распространение в период, когда из среды рядовых общинников начала выделяться феодализирующая знать, состоявшая из числа военных предводителей со своими дружинниками. В адыгские языки термин «уаздан» проник, по всей вероятности, в период зарождения феодальных отношений у алан или в эпоху политического преобладания Алании на Северном Кавказе. В своде кабардинских сказаний, приводимом Гацуком, встречается также слово «уаз» – «выкуп». Радостная вышла Ридада, потому что дорого оценил ее будущий муж.
дал он за нее братьям вас 1000 борзых коней и несчетные стада овец. Конец цитаты. Адыгское «уаз», современное «уаси», не может быть отделено от осетинского «уэз», «уазе», «вес». Основное значение адыгского «уаз», «уаси» было, очевидно, цена, поскольку в адыгских языках выкуп называется «шхэшахуш». Из числа других осетинских аланских слов, проникших в адыгский, можно указать в частности на авг – стекло, кабардинское амч, фысым – хозяин в отношении гостя, кабардинское бысым, бын – бун – основание, низ, наследство, кабардинское бин-бын – семья, дети, бынунем – глава семьи, бен-бын – гроб, гробница, сау – черный, кабардинское саурышхар на черную голову. Интересно отметить также кабардинское сенехур, вино белое, может быть от осетинского хур, солнце, солнечный. Так, ну это вот за слово уаздан. Давайте у Габаева тоже интересно достаточно. Уаздан, как вы понимаете, это отголосок тех самых уздений, да, которые довольно часто упоминаются в литературе, кавказской литературе 19 века. Уаздан, вот смотрите, уездон по-дигорски, уаздон, ездон. Первое, человек благородного сословия, дворянин, уздень. Второе, благородный, благовоспитанный, учтивый, вежливый, изысканный, изящный. Уажданат, уаждан зинат. Благородство, учтивость. В феодальной Осетии уазданы занимали среднее положение между алдарами, князьями с одной стороны и простыми крестьянами с другой. В феодальной иерархии их положение соответствовало примерно армянским азнавакан, грузинским азнаури, кабардинским уар. Ну, видите, армянское азнавакан и грузинское азнаури практически идентично звучит. После монгольских нашествий с их катастрофическими последствиями для Осетии, Алании, сословные различия утратили былое значение. Но вплоть до революции в каждом из ущелий Осетии было несколько фамилий, претендовавших на звание уаздан и пользовавшихся известными признаниями царской властью привилегиями. Смотрите скитские очерки по истории осетинского народа. Зауджакал, 1947 год. Так, это есть. И давайте дальше. Происхождение этого слова. Соответствующий социальный термин находим в некоторых тюркских языках Кавказа. Кумыкская, Ногайская, Карачаевская, Йоздень. Балкарская, Йоздень, Уоздон, Уздень. Также вежливый, воспитанный. В рукописных материалах Всеволода Миллера приводится со ссылкой на Радлова Куманская Йоздан. Так, это дает Куманская Йозден Фрей Адлих. Однако заимствование из этих языков маловероятно по следующим причинам. Первое. Слово известно только тем тюркским народам, которые имеют или имели контакты с осетинами, аланами, кумыкам, нагайцам, балкарцам, карачаевцам, куманам. Второе. На тюркской почве слово не этимологизируется. Вот, видите, в словарях Рассанена, Клаусона и Севортяна слово полностью отсутствует. Вот, видите, в словаре Радлова единственное созвучное слово «йоздан» с пометкой «осм» означает «поджелудочная железа». Поэтому правы те, кто считает, что слово следует этимологизировать на иранской почве, а тюркские формы рассматривать как заимствование из аланского. Исходная форма уазда, уаздана распознается в афганском уазда, памирском уазд, памирский яск. Что такое памирский? Эти памирцы, они походу подразделяются, что ли? Уст, памирский с какой-то. Уаст, памирский сгл. Уаст, ост, заза. Заза, это что, народность такая? Уаст, курдская баз, жир, сало. Авестийская
уаздах – прочный, уаздуар – прочность. В именах артауаздах, вохуаздах, крауаздах. Древнеиндийское уэтхас, как наименование богов-жрецов. Исходное значение базы уаст было по Байли питать. Развитие значения в этом случае упитанный, сильный, принадлежащий к сильному сословию. Сравнение для семантики: связь иранского нар – мужчина, герой, с осетинским нард – жирный. Не герой-богатырь нард, а нард, то есть жирный. На осетинском нард – это жирный. Через тюркское посредство слово вошло в русский уздень. Вот. У Палласа в 1812 году, смотрите, «Allen are not on the princely families of Кабарда». Беди Картлиса, 1962 год. У Пушкина в «Кавказском пленнике» «Обманы хитрых узденей». Чеченская «Йозда», множественное число, «Йозданас», уздень. Также вежливый, обходительный, учтивый, воспитанный. Мациев, 333. Могло быть усвоено как из аланского, так и через тюркское посредство. Непосредственно из аланского идут аварское уздан, тонко, утонченно, узданаб, тонкий, утонченный, Саидов, 500. Старокабардинское уаздан, уастан, дружинник, рыцарь, Гацук, черкесы, юная Россия, номер 11-12, страница 1443-1588. Кстати, вот интересно, у вас уаздон, да, уаздон этикет. Уаздон — это уздень. Слово уздень. Оно же вроде тоже не осетинское, насколько я знаю. Подскажите, пожалуйста, как так получилось? Ну вот у нас адыгага, например, да, адыгахабза есть. Такие вот элементы. Это чистые, это ни с какого другого языка это не взято, да? Work-хабза. Work. У нас есть, кстати, дворяне, они называются work. Потом, конечно, кто-то где-то там, русские называли их уздениями и так далее, но на своем языке мы называли их work. А почему сейчас употребляется вот уздень? Почему своего не употребляется слово? Вот тоже вопрос, Алан. Ну вот видите, слово уаздан, уздень, да, оно вот, как пишет Абаев, ну и там Гаглоев в том числе, оно осетинского, аланского происхождения. И одним из доказательств того, что это слово именно аланского происхождения, да, уаздан, ну, то есть благородный, является то, что у тех тюрков, которые живут на Кавказе, они используют это слово. Те же тюрки, которые живут вне Кавказа, да, там в Средней Азии, там Турции и так далее, это слово тем тюркам оно неизвестно. Вот. То есть кавказские тюрки переняли это слово из какого-то другого нетюркского народа. И, по всей видимости, этим нетюркским народом были осетины. Так, идем далее. Так, 4. Балсагово колесо и Жан-Шерх. В осетинских вариантах часто встречается упоминание чудесного колесо Балсага или Барсага, Балшаджи Салх. В дигорских вариантах оно зовется колесо Ойнона. От Балсагова колеса погибает в частности нарт Сослан. В адыгских сказаниях колесо, от которого и здесь погибает Созурко, известно в основном под именем Жан-Шерх. Однако встречается и упоминание, собственно, Балсагова колеса. Цитата. «Клинок, кованный древним бадзалом, закаленный в дыхании страшного барого коня, на Балсаговом колесе точенный». Совершенно очевидно, что и осетинское салх, и адыгское шерх – колесо одного и того же происхождения. Ну, да, вот салх, шерх. Заметное сходство этих двух слов. Слово это общее, индоевропейское. Его исходная древнеиранская форма – чахра. Персидская – чарх, авестийская – чахра. Под влиянием персидского или скифо-аланского оно широко распространилось в кавказских языках. Что касается частицы «жан» в адыгском «жан-шерх», то она, по всей видимости, связана с дигорским «ойнон», представляющим
собой искаженное имя святого Иоанна Крестителя. Ну, то есть, да, вот дигорское ойнон, ну, вот колесо Балсага, это вот именно, по всей видимости, ну, в принципе, об этом и Абаев писал, то, что ойнон это идет от святого Иоанна Крестителя. И, как, ну, вот видите, связывает Гаглоев Жан и ойнон. То есть, да, ну, по всей видимости, это вписывается в времена крещения Алании, и какие-то вот языческие божества аланские, они потом стали иметь христианские имена. Этот вывод подкрепляется содержащимся в дигорских вариантах указанием на то, что колесо, убившее Сослана, зовется также колесом Фет Иоанне, то есть Иоанна Крестителя. Ну, Фет Иоанне – это отец Иоанн. Принимая во внимание заимствованный характер слова «шерх» в адыгских языках и существование в адыгских вариантах как имени Жан Шерх, так и Балсагового колеса, можно полагать, что этот термин проник к адыгам от Алан. Давайте также зачитаю вам за слово «салх», астинское слово «салх» – «колесо». «Цалх» – «колесо», «салх» – «чил», «обод колеса», «салх» – «дандак», «спица», ну, дословно, «зуб колеса», «салх» – «мешк», «ступица», «крой салх», «мельничная турбина», дигорское ойнони цалх сослани марума арцудей. Колесо ойнона пришло убить Сослана. Сопам 2.19. Общее индоевропейское слово. Исходная древнеиранская форма чахра, персидская чарх, белужская чарк, афганская царх, сагдийская цахр, авестийская чахра, древнеиндийская чакра, англосакская хмеохи, без удвоенного начального согласного, старославянское коло, русское колесо, ну вот видите, салх, колесо, ну, наверное, да, что-то в этом есть. Широко распространился под влиянием персидского, а возможно и скифо-аланского в кавказских языках. Армянское чахар, вращение, чахарак, прялка, грузинская чархи, станок, чандийцы, что ли, чарха, колесо, часть ткацкого станка, аварская чарх, точила, андийская чарх, колесо, лезгинская чарх, точила, кабардинская шарх, вайнахская чарх, колесо и другое. Сюда же турецкая чарк, колесо, сфера. Для объяснения «л» в «салх» приходится исходить из производной формы чахря. «Р» перед «ы», «л». Сравнение другие слова из круга колесо, колесница. Уардон, арба, ратнахт, оглобля, ар, оглобля. Ну, вот видите, вот кабардинское шарх, оно фактически соответствует астинскому салх. То есть это непосредственно тоже слово имеет скифо-сарматское происхождение. Так, идем дальше. Переходим к статье Гаглоева. Антропонимия эпоса. В кабардинском сказании о том, как нарты научились изготовлять серп, тлепш и старуха Уарсар, упоминается старенькая старушонка Уарсар, бывшая старшей в нартском селении, у которой и выпытали нарты секрет изготовления серпа. Она же помогает нартам во главе с Уазермесом, Урызмагом, освободить похищенную племенем Испов Сатаней. Причем в сказании говорится, что перед походом молодые нарты отправились к старой вещуньи Уарсар, только она могла помочь им советом. В другом сказании Уарсар характеризуется как древняя старуха, у которой на все загадки были отгадки. Как советчица нартов в трудных обстоятельствах Уарсар чем-то напоминает мудрую сатану. Вполне возможно, что это тот же образ сатаны, правда, несколько измененный и под другим именем. По-осетински Уарсар означает буквально белоголовый, седоголовый. От дигорского Уарс – белый и сар – голова. Ну, что я могу сказать? Уарсар дигорцы до сих пор так называют стариков. Да? Мауарсармада, то есть моя седовласая мама.
Название белоголовая как нельзя лучше подходит к старенькой старушонке и к древней старухе. Осетинское происхождение имени Уарсар не вызывает никаких сомнений. В адыгские сказания имя Уарсар проникло, по всей вероятности, из дигорского диалекта. Ну, не по всей вероятности, а так оно и есть. Анализ собственных имен эпоса представляет, естественно, большой интерес. Не останавливаясь на разборе всех центральных имен эпоса, которому посвящено специальное исследование Абаева, отметим лишь некоторые моменты. Гадагатель видит в факте наличия у адыгов таких собственных имен, как Сатеней, Саусроко, Петерес, Ащемес, Шебатенуко и другие, встречающихся в адыгских вариантах, одно из доказательств адыгского происхождения нарского эпоса. Однако исследователи почему-то упускают из вида, что у осетин также широко распространены такие имена, как Сослан, Ватрас, Ахшар, Ахшартак, Асамаш, Хамыц, Дзераса, а имя Шатана стало нарицательным для обозначения хорошей хозяйки, так же как Ширдон, синонимом хитреца и проныры. Точно так же обозначение отдельных растений именами героев эпоса не является исключительной особенностью адыгской этнической среды. И если, например, лабазник известен адыгам под названием сатеней, а кукуруза – натрыв, то есть нардская проса, то осетин, к примеру, ковыль называется хамыс-рихи, усы хамыца, Млечный путь, арфанефет. Арфанефет – это Млечный путь, след Арфана. Как назывался конь Урузмага? Радуга. Радуга Сослани Андура. Это с Дигорского. Лук Сослана. Кукуруза Нартхор. То есть нардский злак. Пища нартов. Эти аналогии можно было бы продолжить. Поэтому нет никаких оснований утверждать, что центральные имена нартов по своему происхождению являются древнеадыгскими именами-символами. Тем более, что автор ничем не подкрепляет свое утверждение. Глубоко ошибается Гадагатель и тогда, когда он утверждает, что адыгское «сосроко» в осетинском дает «шожроко», и что почти во всех новых осетинских изданиях имя «сосроко», «шожроко» якобы заменено Сосланом, не считаясь даже с фактами дореволюционных публикаций текстов о нартах. Ну, что я хочу сказать, да, на самом деле мы видим, что у того же Миллера в его записях о нарских сказаниях имя Сослан, ну именно вот осетинских нарских сказаниях, как он являлся собирателем, да, осетинских нарских сказаниях, и имя Сослан у него там фигурирует именно как Шожроко. Вот. То есть там у Миллера не написано Сослан, а именно написано Шожроко. Но это, по всей видимости, были варианты осетинских нарских сказаний, записаны там в тагаурском обществе, в куртатинском, не знаю, валагирском, может быть, да. Но это же не говорит о том, что в других обществах Осетии не фигурировало чисто, ну, как исконное имя Сослан. Оно было, и вот далее Гаглоев об этом также пишет. И Абаев тоже об этом писал. То, что, ну, когда, помните, я зачитывал у него за имя Сослан, Абаев писал о том, что потом в дальнейшем уже, то есть непосредственно, когда адыги стали верховодить на Северном Кавказе, влиянию подвергаться, вот часть осетинского народа стала подвергаться адыгскому влиянию, это имя перекочевало в Созруко у осетин. Сослан перекочевало в Созруко. И как вот писал Абаев, такие переходы в лексике, они как бы встречаются. Ну и у Абаева тоже в его трудах, когда он там упоминает Сослан, он в скобках пишет также и Созруко. Вот. Во-первых, нет оснований утверждать, что осетинское Сослан происходит от адыгского Сосруко, который Гадагатель возводит к Саусруко, а не наоборот. Тем более, что у осетин имя Сослан засвидетельствовано уже в XII веке. Муж грузинской царицы Тамары. Что касается формы Шожроко, то она является вариантом имени Созруко. С переход в Ша.
и существует параллельно Сослана. Во-вторых, необходимо отметить, что в дигорских сказаниях имя Созруко вообще отсутствует, и они знают только Сослана. Почти не знают имени Созруко и юго-осетинские варианты, что также весьма показательно, учитывая, что осетинское население нынешней юго-осетинской автономной области в основном сложилось до эпохи монгольских нашествий на Кавказ, 13 век. Появление имени Созруко в осетинских нарских сказаниях следует по всей вероятности отнести к эпохе, последовавшей за падением аланского политического образования, то есть ко времени политического преобладания феодальной Кабарды на Северном Кавказе. Чтобы судить о правомерности утверждения о якобы преднамеренной замене во всех новых осетинских изданиях имени Созруко именем Сослан, достаточно просмотреть дореволюционные публикации и ознакомиться с историей записи осетинских сказаний. Что же касается происхождения этого имени, то Гадагатарь возводит это имя к Саусруко, выделяя в нем следующие компоненты: Сау – шао – мальчик, Ср – стр – пылающий, Ко – адыгский патронимический формант, и расшифровывает это имя как мальчик пылающий. Учитывая, что во всех вариантах имени Сослан, Созруко рождается из камня, нам кажется, что именно в этом направлении должны идти поиски этимологии этого имени. По мнению Балкарова, первая часть имени корень «с» присутствует в слове «сас», название соли для животных, солевые камни, которые гложет скот в горах. Это слово встречается в частности, здесь, наверное, будем больше ссылаться на авторитет Абаева, то, что, как Абаев объяснял, это слово именно монгольского происхождения. Видите, Гаглоев также пишет о том, что Созруко, оно не встречается в дигорских сказаниях, там в дигорских сказаниях фигурирует именно имя Сослан, и также в юго-осетинских. В юго-осетинским сказаниям имя Шожоко неизвестно. В юго-осетинских сказаниях также фигурирует имя Сослан. И Гаглоев это прям подчеркивает, то, что Южная Осетия, она не была подвержена феодальному влиянию Кабарды. То есть феодальному влиянию Кабарды была подвержена именно эта часть Северной Осетии. Тагаурского общества, Куртатинского. Я знаю, допустим, у нашего старшего поколения попадаются такие личности с таким именем Шожруко. Есть. Кабардинское, Шожоко, Елбыждоко, такие имена. Елбыждоко я, честно говоря, давно не слышал. Но это имя тоже раньше бытовало у осетин. Не может пока считаться разъясненным и имя главной героини эпоса. Утверждение Гадагатля о том, что имя Сатаней является древнеадыгским по своему происхождению, ничем не подкреплено. Единственное, что может утверждать положительно, это связь между именем Сатаны и именем аланской царевны Сатиник, упоминаемой Моисеем Харенским и другими армянскими авторами. Нельзя не отметить также, что в дигорских вариантах Сатана зовется чисто осетинским аланским именем Ахшина, буквально госпожа. Как убедительно показал Абаев, явно алано-осетинским являются такие имена, как имя родоначальников нартов Уархага, его сыновей Ахшара и Ахшартага. Эти имена неизвестны адыгским вариантам, однако упоминание о роде Ахсартаговых, кабардинское Асхнартуко, там есть. Так, в одном из сказаний говорится о братьях Шогене и Халише, осетинское Хамыс, Хамыш. Асхнартуко, причем они характеризуются как представители славного рода Асхнарта, сыновья Асхнарта, потомки Асхнарта. И что самое интересное, братья Асхнартуко, в отличие от Ешиноковых, именуются чужеземцами. Это обстоятельство лишний раз подтверждает аланское, осетинское происхождение Асхнартаговых, которые, как орхустойцы, известны в чечено-ингушских нарских сказаниях, и как Ахасарпакиане в грузинских источниках. Причем в последних они названы правящей фамилией Осетий. Аланско-осетинским является и имя одного из центральных героев эпоса – Урузмага.
которое Абаев сопоставляет с собственным именем Уаразман, от древнеиранского уараза, дикий кабан, и суффиксом ман. Интересно отметить в этой связи, что в дигорской ономастике и сейчас встречается имя Уарес, сопоставляя осетинское Урузмак с адыгским Уазермес. Нельзя не обратить внимание на то, что в адыгских вариантах наряду с этим последним встречается и Уризмес и Ридада. В то время как в осетинских вариантах мы не сталкиваемся в этом имени с метатезой «з» и «р». Это свидетельствует о том, что адыгское «уазермес», «уризмес» восходит к осетинскому «урызмак». Первичность осетинского «урызмак» подкрепляется карачаево-балкарским «уризмек», ингушским «урузман», сванским «уардзмек». К этой же категории относятся имена абхазского царя II века нашей эры Ресмага, скифо-сарматское по своему происхождению, очень близкое к осетинскому Урызмак и Данарасмака, Дан-Уаразмак, танаистских надписей. О том, насколько тесно связаны имя и образ Урызмага с аланским осетинским этносом, можно судить по словам осетинской народной песни «Тембыл Щимт», сопровождающей исполнение плавного танца «Щимт». Махан нахиштар урежмагу о райда ой варайда. Махан накештар асамажу о райда ой варайда. Нашим старшим является Урызмак, нашим младшим Ацамаз. Весьма показательно в этой связи, что в нарских сказаниях балкарцев и карачаевцев, формирование которых, особенно балкарцев, происходило на сильном аланском субстрате, Урызмек – сын Схуртука, Ахсартага, также относящийся к фамилии Ахсартаговых, балкарская Схуртук, характеризуется как глава нартов. Точно так же нет никаких оснований относить имя Батраза, адыгское Батарас, исключительно древнеадыгским, как это делают гадагаты, независимо от того, восходит ли имя Батрас, балкарское Батрас, к Батыр-Ас, богатырь-аский, сравнение Ос-Богатари грузинских источников, или к древнеиранскому Питариза, рожденный на свет отцом. Оригинальность этого имени в осетинском нарском эпосе не подлежит никакому сомнению. Но я тоже считаю, что Батырас, как утверждал Абаев, это идет от тюркского Батыр и Ас, Алан, аланский воин. Под влиянием нарского эпоса осетин, надо полагать, получил распространение в адыгских вариантах и имя Хамыс, адыгское Хамиш, восходящее к монгольскому Хабичи, герой, витязь. Не случайно, конечно, в кабардинском сказании Шоген и Халиш, Хамыс, Хамыш, Асхнартуко, последний прямо отнесен к чужеземному роду Асхнартуко, осетинское Ахсартагово. Да, вот видите, кабардинские сказания также знают и осетинский род Ахшартакаты, да, Ахсартаговы. Ну вот, собственно, что писал Гаглоев по теме нарского эпоса и какое влияние аланский субстрат оказал на другие кавказские народы. Ну, именно вот касаемо темы нарского эпоса. Вот, что вы все думаете по этому поводу? Пишите в комментариях, только вас попрошу, как обычно, да, не надо язвительных, поэтому аккуратнее, я за всем слежу. Ну а на этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Извините, что не получается у меня так часто выпускать видео. Я ни от кого не завишу, никто меня не подгоняет. Это вот чисто творческое такое мое начало, да, и я, время мне позволяет, настроение даже, да, я могу что-то такое похожее записать. Все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на меня, ждите новых моих видео. Надеюсь, в ближайшее время я тоже что-нибудь такое выпущу. Все, всем спасибо, всем пока.